Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые любители спорта. КТРК «Спорт» продолжает вещание передачи «Арена». И сегодня у нас поистине крутой гость, не побоюсь этого слова. Сегодня к нам в Кыргызстан прибыла на родину к себе Антонина Шевченко, 11-кратная чемпионка мира по муай-тай и ныне выступает также в ММА. Здравствуйте, Антонина, как у вас дела, как прибыли? Здравствуйте, спасибо, что пригласили. Очень приятно быть в студии КТРК «Спорт». Доехала прекрасно. Приехала после моего боя в Дубае. Все хорошо, наслаждаюсь моим вновь пребыванием на родине. Вот вас не было 6 лет на родине. Расскажите, каковы впечатления после такого долгого отсутствия и вообще, что успели посетить, с кем встретились? Можете побольше рассказать о своих ощущениях? Вы знаете, я скучаю по всему. По всем родным местам, по Ошскому рынку, по моему родному стадиону Сельмашевец. Сейчас он не функционирует как стадион, но столько лет мы там тренировались, столько кругов мы там пробегали, столько спаррингов мы проделали. Очень приятно вновь прогуляться по площади, сейчас она такая красивая, по Дзержинке, около ЦУМа. Не знаю, конечно, в центре города все больше построили зданий, всяких разных магазинов, все стало как-то красивее, наряднее. Я очень планирую, очень жду моей поездки на Иссык-Куль, потому что очень скучаю по нашему красивейшему озеру. Это самое прекрасное место в мире, поэтому я с удовольствием туда поеду и проведу как можно больше времени там. То есть вы были во всех уголках этого мира, и озеро Иссык-Куль на первом месте стоит? Да, на первом месте. Для меня на первом месте, потому что это моя родина, это мое родное озеро. И, конечно же, столько тренировок, как обычно, столько сборов мы там провели. И это необыкновенной красоты озера, необыкновенной энергетики места. А теперь по поводу тренировок. Вот вы приехали сюда, и уже в Инстаграме мы видели, как вы потренировались с местными ребятами. Расскажите ваши впечатления, вообще, кого можете выделить сейчас? Может, кто-то есть уже из звездочек кыргызского ММА? Вы знаете, на самом деле сейчас в кыргызских единоборствах ММА или тайский бокс есть достаточно очень хороших бойцов, которые, так сказать, заявляют себя и за рубежом, и на международной арене. Потренировалась я в спортивном клубе с нашими тайбоксерами, провела там тренировку. На самом деле делаю это для себя, потому что я должна поддерживать себя в форме, несмотря на то, что я как бы на отдыхе после боя, но все равно тело просит, я хочу тренироваться, поэтому я потренировалась с нашими ребятами со сборной Кыргызстана по тайскому боксу. Отлично. Друзья, напоминаем, что это прямой эфир, вы можете звонить и задавать вопросы Антонине Шевченко, когда такой еще случай вам представится в ближайшие годы. Наш телефон 65 66 02, звоните в прямом эфире и задавайте свои вопросы, которые вы хотите озвучить. Ну и такой вопрос. Сестры Шевченко являются флагманом тайского бокса в Кыргызской республике. Многие на вас равняются. Даже в нашем позапрошлом эфире Рафаэль Физиев и Бигджан Матысаев говорили, что для нас сестры Шевченко это на самом деле уровень, это пик, на который стоит равняться. Расскажите о вашем пути. Как вы оказались вообще в таком брутальном виде спорта? В единоборство нас привела наша мама Елена Шевченко. На сегодняшний день она является обладателем 3-го дана черного пояса по тайквондо, а также президент Федерации тайского бокса по муай-тай. Когда мне было 7 лет, Валентине было 5 лет, она нас привела в тайквондо к нашему тренеру Павлу Федотову, с кем мы тренируемся по сей день, уже более 20 лет. 20 лет. Более 20 лет. Да. Хороший срок, на самом деле. И по поводу, как раз таки, хочется спросить, чемпионата мира. В 2003 году был чемпионат мира, когда вы и Валентина выиграли титул чемпионата мира. Расскажите об этом опыте. Первый чемпионат мира, когда вы себя проявили по муай-тай. Вы знаете, 2003 год для нас был вообще очень насыщенным, потому что в этом году мы участвовали в 3 чемпионатах мира. Это был чемпионат мира по корейской версии ММА. Далее это был чемпионат мира по тайквондо ИТФ. И в сентябре месяце мы завершили год чемпионатом мира по тайскому боксу. И, конечно же, на чемпионате мира именно по тайскому боксу Валентина и я, мы выиграли золото. Это было, конечно же, приятно. Мы очень сильно готовились. Наш тренер Павел Федотов очень сильно нас готовил. Проводили сборы мы на Иссык-Куле.
приехали. Чемпионат мира проходил в Казахстане, в Алмате. Вот, все было красиво, прекрасно, много соперниц с разных стран. Вот, в финале я работала с фавориткой, так сказать. Вообще команда Австралии женская считается фаворитом, одной из фавориток, стран-фавориток в муай-тай. Вот, я работала в финале с австралийкой, тяжелый бой, я выиграла. Ну, конечно, незабываемое ощущение, потому что это был такой... Один из самых счастливых дней. Конечно, конечно. На тот момент это был один из самых счастливых дней. И по поводу Павла Федотова такой вопрос. Вот в Фениксе 4 вы недавно выступали в Дубае. Понятное дело, выиграли, довольны результатом, но все ли установки тренера были выполнены, которые были поставлены на бой? Вообще, да, если брать в общем, то все установки. Единственное, наверное, не хватило времени, чтобы самую главную, да, установку, то есть Павел, я в перерывах и так далее, он мне говорил, что, в принципе, можно бой закончить досрочно. Вот. Но соперница оказалась стойкой, она не хотела сдаваться. Вот. Было видно уже в третьем раунде, что она, конечно же, так сказать, ну, я более агрессивно начала работать, атаковать. Вот. Она все-таки все еще перед боем она говорила, что я страйкер. Вот. Но, естественно, по бою было видно, что ее, так сказать, геймплан был все-таки бросить меня. И уже там, так сказать, думая, что я на земле там менее хорошо подготовлена, я, значит, она сможет что-то сделать. Вот. И во втором раунде она также пыталась пройти мне там и в ноги, и захватить ногу, и так далее. Вот. Но был момент в первом раунде, когда я упала. Вот, но нормально смогла встать. Вот, а во втором-третьем раунде уже не дала ей меня бросить и просто разбила ее. И вот единственная установка, которую я, наверное, не выполнила, это закончить бой досрочно. Да. А как вот поступать с такими соперницами, которые любят лезть в тейкдауны, которые любят граунд-контроль? Ну, вы знаете, для меня, вот я скажу, для меня лично, конечно же, я чувствую себя очень уверенно в тайском боксе, то есть это в стойке. Вот, поэтому, в принципе, сама я в борьбу, наверное, не пойду специально, потому что, ну, зачем мне, если я прекрасно знаю, что если бой будет в стойке, я выиграю соперника. Вот. И, естественно, соперник, который выходит со мной, если он будет работать со мной в стойке, он проиграет. И поэтому, естественно, соперники хотят меня больше перевести, так сказать, в партер и начать работу в партере. Вот. Как я поступаю? Если соперник серьезный в партере, я стараюсь просто избегать этого партера, не заходить в борьбу, уходить от борьбы и так далее. На дистанции работать. На дистанции работать. Если дело заходит в клинч, стараюсь уходить из клинча. Вот. Но если, допустим, я, в принципе, чувствую, что я могу бороться с соперником, я не избегаю борьбы, как было, допустим, это в Фениксе в Лондоне, который был предыдущий бой, да. То есть девушка была очень хорошая страйкерша. То есть это была неоднократная чемпионка мира по кикбоксингу, по К1. Несмотря на это, она тоже делала свой транзишн в ММА, она занималась джиу-джитсу и так далее. Вот здесь как бы я знала, что, в принципе, я свободно могу с ней бороться. И когда был момент, когда она, значит, там сделала неправильную ошибку, я просто ее перевела, как я делаю это в тайском боксе, зацепом, мы упали, и дальше я просто в партере, так сказать, доминировала. Как раз таки по поводу этого боя будет сейчас видеоролик, вам представлен, дорогие друзья. Давайте освежим память про Антонину Шевченко, про ее пышную карьеру, которая сейчас идет на самый-самый пик. И надеемся, этот самый пик придется в UFC, но это уже другая история. Внимание на экран. Антонина Шевченко – выдающаяся кыргызстанская спортсменка, чемпионка мира по различным видам ударных единоборств. Антонина Шевченко является 11-кратной чемпионкой мира по муай-тай в различных версиях, чемпионкой Южной Америки и Кыргызстана, призером различных чемпионатов. За всю профессиональную карьеру в активе Антонины 400 проведенных боев. В тайском боксе 40 поединков, из которых 39 побед. В ММА ее рекорд составляет 7 побед из 7. Кроме успехов в спорте, Антонина Шевченко занимается творчеством, танцами, кино и фотосъемками. Она окончила Академию искусств, является дипломированным тренером, а также великолепно танцует.
Изначально Антонина успешно занималась таэквондо, была чемпионкой страны. Ну а затем под руководством своего тренера Павла Федотова занялась новым для того времени видом единоборств муай-тай, где вместе со своей сестрой Валентиной Шевченко добилась выдающихся успехов. С 2008 года сестры Шевченко активно выступают на соревнованиях по практической стрельбе из пистолета IPSC и IDPA. Антонина Шевченко – герой нашей сегодняшней передачи. Я думаю, вы насладились этим роликом, так же, как и мы вместе с Антониной. Еще раз напоминаем, друзья, это прямой эфир. Можете звонить по номерам 65 66 02 и задавать свой вопрос нашей сегодняшней героине Антонине Шевченко. Ну и по поводу вопроса как раз-таки ММА. У нас также был открыт пост по поводу вопросов, которые наши зрители хотят адресовать вам. И вот пользователь под ником Амангельдиев 1593 задает такой вопрос вам. Антонина, планируете ли вы в будущем выступать в UFC? Планирую в будущем выступать в UFC. На сегодняшний момент у меня контракт с организацией Lion Fight. Это я должна защищать мой титул чемпионки мира в Lion Fight в следующем году. Вот, а также контракт с Phoenix Fighting Championship, где я также являюсь чемпионкой по муай-тай. И следующий бой у меня будет за титул этой организации в ММА. Вот, это как бы мои самые ближайшие планы, но естественно, это цель, это UFC, это выступать в UFC. Конечно же, это хорошая возможность для любого бойца. То есть скоро можно у вас уже будет лицезреть в UFC? Вы знаете, это является нашей целью вместе с моим тренером Павлом Федотовым. Мы работаем над этим, он меня готовит. Поэтому я сама на это рассчитываю. Если все будет хорошо, со здоровьем, то да. Отлично. Тоже будем на это надеяться и, может быть, даже будем комментировать ваши бои в прямом эфире. Такой вопрос. Вот. Бэкфист, фронт-кик, хай-кик, лоу-кик, джеб, кросс, удар коленом. А какой ваш любимый удар? Любимый удар? Ну, вы знаете, наверное, стараюсь применять разнообразную технику. То есть, как бы наш тренер Павел, он всегда старается тренировать нас, сделать нас универсальным бойцом, да, то есть для меня, конечно, наверное, те удары, из которых я использую, которые у меня хорошо получаются, это фронт-кик в лицо, бэкфист, вот, локоть с разворота. Я помню фронт-кик ваш, даже мой коллега сказал один про это. Вот, это из тех ударов, которые, по-разному, в разном бою получается, с разным соперником выходят разные удары. Иногда фронт-кик не получается, получается сайд-кик и также в голову. Вот, поэтому по-разному. Все любимые удары, я всех люблю. Все любимые? Да. Отлично. А когда следующий ваш бой будет? Следующий бой еще не назначен, жду. А в рамках какой организации? Феникс, либо Lion? Вот, жду подтверждения, потому что в прошлом году я не защищала свой титул по Lion Fight, поэтому в этом году я обязана дать приоритет именно Lion Fight. Если они вдруг слишком рано не назначат и разрешат мне принять участие сначала в Phoenix Fighting Championship, потому что Phoenix делает свои ивенты очень часто. То есть они сейчас делают в Бангкоке, потом они планируют делать в Москве. Поэтому, я планирую выступать как можно чаще, мне это нравится. Нравится быть, так сказать, занятой. Вот, поэтому смотря как получится. А не хотели попробовать себя в One FC? Нет, у меня контракт сейчас с одной организацией по муай-тай, с другой организацией по муай-тай ММА, и поэтому это все зависит от контракта, конечно. Я думаю, лучше сразу в UFC тогда. Да, для меня, да, сразу. Да. Теперь расскажите, Антонина, режим дня Антонины Шевченко. Вы знаете, всегда по-разному, потому что один режим, если ты готовишься к бою, это совершенно один режим. Это режим, когда у тебя тренировки, когда ты постоянно в зале, когда у тебя... наш тренер, конечно же, Павел делает по-разному. Ты можешь провести 2 тренировки в день, а иногда он может сделать тебе
одну тренировку, но не двухчасовую, трехчасовую или больше, да. Вот. Если это не подготовка к бою, это может быть какой-то отдых. Тренируемся мы всегда, то есть отдыха от тренировок нету, просто тренировки бывают легче, менее интенсивные и так далее. Но в этот момент мы можем путешествовать, мы можем выезжать больше на море. Допустим, вот в США сейчас мы путешествовали по штатам на машине. То есть мы выехали с Денвера, где мы готовились, поехали, значит, через штат Юта, заехали в Солт-Лейк-Сити, посетили замечательное озеро Солт-Лейк, вот, спустились в Лас-Вегас, посетили UFC Performance Center. Дальше мы были в Калифорнии. Я была в гостях у своей одноклассницы, которая сейчас живет в Лос-Анджелесе. Антонина, извиняюсь, одну минуту. Сейчас к нам поступил телефонный звонок, прямой эфир. Хорошо. Сейчас посмотрим, кто это. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Говорите, вы в эфире. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Антонина, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, добрый Я вечер. вас поздравляю с новым наступающим годом. Спасибо большое, Вы, вас тоже с Новым годом. Антонина и Валентина, это наш гордость Кыргызстана. Вы родились в Бишкеке. Я бы хотела, чтобы после спортивной карьеры вашей вы жили в Кыргызстане и тренировали молодых спортсменов. Отлично. Спасибо. Мы всегда любим вас. И Спасибо уважаем. спасибо большое, что позвонили, Да, что уделили такое внимание. И, конечно, вы знаете, всегда очень приятно мне посещать Бишкек и жить вообще в Бишкеке, и можно сказать, даже на Иссыкуле, в нашей стране, потому что мы скучаем, мы родились здесь наши родные края, и мы делаем все возможное. Допустим, сейчас наша мама является президентом Федерации тайского бокса Кыргызстана, и она делает все возможное, чтобы наши ребята, наши тайбоксеры выступали на должном уровне и, так сказать, прославляли нашу страну за рубежом. Кстати, резюмируя ваши слова, в позапрошлом эфире Елена Аркадьевна сказала, Кыргызстан – это та страна, в которую хочется возвращаться. Это верно, это Да, и верно. мы тоже согласимся вместе с вашей мамой. Ну и вопрос от нашего пользователя Инстаграма, от нашего подписчика. Такой рядовой вопрос, тоже, я думаю, стоит задать его. Антонина, гордитесь ли вы тем, что выступаете за Кыргызстан? Я очень горжусь. Конечно же, я горжусь тем, что я выступаю за Кыргызстан, потому что флаг Кыргызстана со мной находится в ринге. Он на пьедестале, это флаг, который я поднимаю. Поэтому, естественно, да. Очень патриотично. Ну и, пожалуйста, по поводу Валентины. Вкратце можете описать ее, какая она и вообще какое она имеет место в вашей жизни. Понятно, это ваша родная сестра, но буквально секунд 30 про Валентину от вас хочется услышать. Валентина, это самый мой родной человек. Я очень рада, что, будучи сестрами, мы вместе росли, мы занимались вместе любимым делом, мы ездили вместе на все возможные соревнования. То есть были такие моменты, когда мы выходили на ринг, был чемпионат мира, были финалы уже в день финалов, и когда Валентина выходила первой парой, потому что она меньшего веса, да, и через пару выходила я. То есть мы вместе выходили на ринг, да, буквально там через одну пару. Мы всегда путешествовали вместе, вот, мы практически всю жизнь жили вместе, и мы мы единомышленники. Очень приятно, очень радостно, что именно с моей сестрой вот у нас такая же судьба, вот. Поддерживаем друг друга. Конечно же, Валентина она трудится, она, конечно же, очень-очень трудится для того, что она достигла, без труда не достигнешь. Это человек очень фанат своего дела, она любит свое дело, она любит единоборство, она любит эту жизнь, в которой она живет. Вот, и она молодец, очень много работает. Мы услышали ваше мнение о сестре. Теперь вам интересно ли узнать мнение о вас от Валентины? Конечно. Вот сейчас мы предлагаем один видеоролик, интервью перед третьим Фениксом, когда Валентина давала интервью точнее, Антонину Шевченко. Давайте вместе посмотрим и лицезреть будем.
sister all my life. Я тренируюсь с моей сестрой всю свою жизнь. Мы выросли вместе с ней, она моя старшая сестра. С самого начала, с первой моей тренировки, она была для меня примером. Я знала, что хочу быть похожа на нее. I want to be like she. And for this fight, И к этому бою, который пройдет в пятницу 22 сентября, она готова отлично. И я точно знаю, что она покажет хороший бой, великолепное шоу и победит в этом поединке. and she will win the fight. С начала карьеры наш тренер Павел Федотов впитал в нас любовь к смешанным единоборствам. И эти знания, что мы приобрели, пытаемся использовать в каждом поединке. Us, this like love to martial arts and this knowledge that we have to be in each single training, we have to be better. And it doesn't matter, are you a И неважно, кто ты, чемпион или нет, ты должен делать свою работу с каждой тренировкой все лучше и лучше, чем ты можешь. as you can. Мой прогноз на бой – это будет победа Антонины, и я знаю, какую работу она проделала к этому моменту. Excellent job. And Тяжело предсказать, каким закончится бой, но одно я могу утверждать с уверенностью – она уйдет с октагона победителем. she will go out from the ring, from the octagon like a winner. Ну, вы лицезрели данное интервью. Антонина уйдет с октагона победителем. И ушла как раз таки с победителем в третьем Фениксе. Ну и по поводу того самого боя, вы как раз говорили, который прошел в Лондоне. Вообще, насколько тяжело или легко, наоборот, было вам работать с той соперницей? Вы говорили, что она страйкер хороший, но вы перебили ее в этой ситуации. Да, да, потому что я была лучшим страйкером, чем она. Несмотря на то, что девушка была очень хорошая, это марокканка, вернее, голландка марокканского происхождения, вот, которая выиграла все возможные титулы в кикбоксинге, в тайбоксинге, вот. Но как бы я тренируюсь, и поэтому я была в этом бою лучше и на дистанции, и в партере, и в борьбе. Мгм. И по поводу вопроса, такой, наверное, животрепещущий вопрос для многих спортсменов. Для кого-то сгонка веса дается очень тяжело. Как для вас? Вы знаете, я не гоняю вес очень много, потому что, стараюсь поддерживать себя, во-первых, не набирать много вес, потому что, я в спорте, в боевых единоборствах очень много лет, больше 20 лет я в единоборствах, и за эти годы было много различных соревнований, было очень много различных сгонок веса. И это все, конечно, откладывается не только на тебе физически, да, это травмирует тебя, человека травмирует очень сильно психологически. Поэтому боец должен найти для себя, конечно, вот что-то ровное. Я не гоняю очень много вес, я где-то в средней, вот сейчас в жизни я вешу 65-66 килограмм и выступаю в весовой 61 килограмм. То есть это 5-6 килограмм. Я, когда начинаю готовиться, когда мой тренировочный лагерь начинается, начинаю какую-то соблюдать диету, все там 3-4 килограмма, они вообще практически уходят. Если в Таиланде вес сразу уходит. В жаре ты тренируешься, там потеешь, Климат конечно, другой. в климате, да. Вот, и если нет, это все равно 3-4 килограмма, они уходят во время 2 месяцев подготовки, просто вот так, без всякой там изнурения и так далее. То есть вам легко? Да. Если говорить о Валентине, то она, выступая в 61 килограмм, она, наоборот, кушала. Она после тяжелых тренировок, было время, когда она после тренировки выходила и весила 59 500. Я говорила: Валя, кушай, пожалуйста, кушай. Мы шли и кормили ее. Вот, но я рада за нее. Сейчас она будет выступать в новой весовой категории для себя, в 57 килограмм. Вот, поэтому она будет чувствовать себя удобнее. И вот по поводу весовой категории, по поводу сгонки веса, тот бой, который отменили Аманда Нунес и Валентина Шевченко, в боксе такое есть понятие: если человек не может согнать вес, он либо выходит на поединок, но при этом пояс у него отнимается, либо же он не выходит на поединок и пояс у него также отнимается. Почему вот до сих пор в UFC такого нету? Аманда Нунес не вышла на поединок, заведомо зная то, что она не сгонит вес к поединку с Валентиной, но вот пояс у нее остался. Здесь были немножко разные ситуации, то есть если... Извините, сейчас телефонный звонок, потом продолжим далее. Конечно. Здравствуйте. Алло, добрый день. Добрый день.
Да-да, слушаем вас, говорите, задавайте свой вопрос. Сорвалось. Хорошо, можете продолжать. Значит, хотела сказать, что здесь были разные ситуации. Аманда Нунес отказалась от боя, и была официальная причина не то, что она не смогла согнать вес. Официальная причина была, что она заболела. Синусит. Да. Но многие говорят, что это якобы. Понимаете, когда человек гоняет очень много веса, как происходит у профессионального бойца? Сначала у него идет диета. То есть он в течение 2 месяцев держит диету. И последняя неделя боя остается примерно, очень много килограммов, так знаете, для нормального человека. Для меня 5 килограмм согнать за неделю – это много. Вот. Для кого-то именно 5-6 килограмм остается в последние 2-3 дня перед взвешиванием. Вот. И так как Аманда, она очень крупная девушка. Она с меня ростом, это 1,72 м, 1,73 м, чуть выше. 1,73 Она м. очень широкая, вот, она очень здоровая. Вот. И я думаю, что обычный вес в жизни, это ее не 61 килограмм, а я думаю, около 73, 70, может быть, 75. Вот. Поэтому, когда человек гоняет в последние дни, очень много используется сауна, именно выгоняется вода. И если ты в сауне, в бане, ты паришься в сауне, ты вышел, там любой сквознячок, любой ветерок, и все, ты простыл. Поэтому, естественно, здесь как бы правда и то, что она не смогла согнать вес, и правда, что она заболела, гоняя вес. То есть как бы такая ситуация. Но другое дело, что причина, когда доктора тебе говорят, что ты можешь выходить на бой. Да, такое и было ведь. Конечно, И то есть- разрешили ведь. То есть, когда доктора тебя снимают с боя, тут как бы, понятно, что человек заболел, и такое с каждым может случиться. Но когда доктора тебе говорят, мы тебя проверили, пожалуйста, ты можешь идти биться, но человек чувствует просто себя плохо, там недомогание, естественно, после сгонки веса. И она никак, понимаете, человек боевых искусств, он выходит на бой, несмотря на что. Да? То есть он знает, что он подведет огромное количество людей, и несмотря ни на что, он выйдет на бой. Вот. Но здесь она включила, так сказать, можно сказать, такую Инстинкт самосохранения. инстинкт самосохранения. Она знала, что выйдя на бой в такой форме против Валентина, она просто проиграет. И она подумала, лучше мне не выходить на бой. Кстати, вот это версия всех болельщиков с Кыргызстана. Ну, С кем я общался. это, в принципе, так и было. Да. И по поводу, остановимся на вас и на Валентине теперь, наверное, будем отходить от темы с Нунес. У вас стили разные, понятное дело, но вот на ваш взгляд, чем разнятся ваши стили ведения поединков? Даже не знаю. В принципе, мы тренируемся под руководством одного тренера много-много лет. Общего то, что мы всегда стремимся к универсальности. Это мы, значит, Павел нас учит быть лучшими везде. И в стойке, и в партере, и в борьбе. То есть мы работаем, мы тренируемся, чтобы у нас нигде не было дырок. Чтобы, говоря о ММА, то есть боец должен хорошо боксировать, хорошо работать ногами, хорошо бороться и хорошо знать грэпплинг на земле. Вот. Над этим мы работаем. Разница может быть только в том, что комплекция у Валентина немножко пониже, и она может быть... Больше на темп работает, я думаю, Валентина. Она очень скоростная. Она очень скоростная. У нее скорость реакции просто очень сложно с ней работать. Очень сильно физически. Я немножко повыше. У меня подлиннее руки, подлиннее ноги. Я могу больше использовать ударов, там, я не знаю, тот же тип ногой в голову. То есть это от комплекции, конечно, немножко. Разница в этом во многом, наверное, нет. Разницы нет. А теперь, Антонина, вот вы, к примеру, находитесь в каком-нибудь здании, либо идете по улице, видите человека. Сможете ли вы отличить, если он в костюме, либо же в другой одежде, не спортивной, сможете ли вы сказать, это боец или не боец? Нет, я думаю, нет, невозможно. Если человек начинает двигаться, я не знаю, просто двигаться... Просто, не знаю, по носу, там, по ушам, по челюсти. в этом плане, то, конечно, да, что у бойцов наверняка глазам все-таки, да, наверняка, конечно, у борцов там будут уши такие довольно, так У сказать. боксеров носы. Да, но это не всегда так. Нос может быть разный. У меня вроде нормальный нос, несмотря на то, что я столько лет в единоборствах. Вот. У Валентины тоже. То есть не всегда. Если Валентина будет идти по улице с красивой прической и в красивом платье, то, конечно же, никто никогда в жизни не скажет, что она
номер один в UFC, в ранкинге UFC. Также и по вам тоже не скажешь, когда вы так Спасибо. шикарно идете. Спасибо. То, что вы в лайнфайте и Фениксе тоже на передовых ролях. Ну, к чему я это вообще сказал? У нас сейчас будет рубрика, называется она «Угадай бойца». Сейчас мы вместе с Антониной Шевченко будем угадывать бойца по фотографии. Ну, да, сейчас посмотрим, конечно, после уже этого. У нас будет 8 фотографий, 8 фрагментов Хорошо. людей вне зала, либо в костюмах, либо в обычных одеждах. И затем будем уже смотреть на первую фотографию, и вы будете после этого говорить Давайте да. попробуем. Свои мнения. То есть не всегда возможно, я думаю, разглядеть, как вы и сказали, есть Но нужно, боец или знаете, нет. более тщательно, наверное, смотреть, там, я не знаю, какие-то оставшиеся шрамы от рассечений, возможно, в этом дело. А ведь есть Шинья Аоки, боец One FC, чемпион бывший One FC. Вот он выходит в очках для глаз, и тоже не особо заметишь. Конечно, конечно, многие бойцы в костюмах выглядят довольно, так сказать, не по-бойцовски. По-другому, да. Конечно, по-другому, чем в ринге. Ну и давайте сейчас посмотрим, просим поставить первый фрагмент, первую фотографию и определим. Вот на ваш взгляд, этот человек, он боец или нет? Так, на мой взгляд, этот человек боец. Боец. Вы его не узнали? Так, очень знакомое лицо. Почему вы думаете, что он боец? Не знаю, такое грозное лицо. Грозное лицо. Хорошо. Ну, я сразу вам скажу. Да, вы угадали. Первый балл набираете. Поздравляю вас с этим достижением. Это Кен Отлично. Шемрак. Это кто? Конечно, Да. да, как я могла не вспомнить. Так, ну нет, больше человек, наверное, походит на музыканта какого-то. Это Джозеф Морган. Также вы угадали. Это актер из Отлично, сериала «Дневники да, вампиры» да. и сериала «Древние». Тоже не боец. Так, третий сейчас фрагмент будет. Это кто? Боец или нет? Нет, не боец. Вы знаете, боец, несмотря на то, что он может как-то это, они, наверное, бойцы более позируют, ну, по-другому, да, то есть они не сидят как-то, ну, я думаю, тоже это не боец. Не боец, уверен. Я вас огорчу, это боец, это Бен Аскрин, чемпион по борьбе и One FC. Да. Бен Аскрин, да. Это кто? Так, ну, это Джина Карана, конечно же. Несмотря Правильно. на то, что Джина Карана выглядит восхитительно и симпатичная девушка, но она настолько известная, что, конечно же, не узнать ее невозможно. Джина Карана. Замечательно. Пока только лишь один промах у вас есть с Беном Аскрином. Так, следующий фрагмент. Это боец или нет? Так. Думаю, что нет. Очки тут сделали свое дело, конечно. Я вас огорчу, же. это Арманджан Рузахунов, первый обладатель черного пояса в Казахстане по джиу-джитсу. Это боец. Замечательно, замечательно. Тоже вот так, внешность обманчива. Да, внешность Это кто? обманчива. Так, ну, учитывая то, что, наверное, женщин-бойцов я все-таки могу узнать, а девушку я не узнаю. Правильно, Не боец это. это актриса Джессика Лукас. Она не боец ни в коем случае. Никогда не занималась единоборствами в жизни. Ну и заключительный, я думаю. А нет, еще два будет вот этот человек. В стойке такой стоит, боксерской, полубоксерской. Ну вот что-то стойка мне не нравится, это нет, не боец. Это не боец. Это Габриэл Махт, актер сериала «Форс-мажоры». Да, он не боец. Он великолепный актер, но не боец, к сожалению. А вот эта девушка, Нет, боец или нет? нет, не боец, я ее тоже не знаю. Уверены? Так, ну подождите, иногда девушек просто делают такой макияж, что трудно узнать, даже если, допустим, бойца ты знаешь, но в макияже трудно узнать. Ну, Смотрите, красивая девушка, макияж, все дела, да, бусики он на да, шее. да. Я просто ее не узнаю, поэтому, наверное, нет, не боец. Не боец. Да. Еще один промах, к сожалению, вы это Джордан Макдональд. Она боец. Только она выступает не в UFC, не в других там единоборствах, а тоже в ММА, в организации, которая не особо известна в мире, но это боец. Джордан Ну, вы Макдональд. знаете, даже, в принципе, я не огорчилась, что это промах, потому что это доказывает, что девушки в единоборствах, а в ММА бы это ни было или тайский бокс, или бокс, они выглядят прекрасно и такие красавицы, и поэтому это для девушки только плюс. И вы сами сейчас предваряете мой вопрос, который вам хотел задать до этого. Как вам удается оставаться вот такой роскошной, несмотря на то, что вы выступаете в ММА и в тайском боксе? Ну, на самом деле, здесь ничего такого нету, просто девушка остается девушкой, она, естественно, она боец, она воин,
там, где нужно. Там, где не нужно, зачем быть воином? Нет, не нужно. Там, где не нужно, ты спокойный человек, ты должен быть гармоничным человеком, сбалансированным человеком. Когда приходит момент доказывать, что ты воин, что ты самурай, что ты боец, это вот тренировки. Это, естественно, есть моменты какие-то в жизни, но там где-то нужно, вот нужно тебе трудиться, вот трудись, там показывай, что ты воин, да, выходишь ты в ринг, забудь, что ты девушка, забудь, что у тебя там болит, забудь, что ты плохо себя чувствуешь, забудь, что ты можешь пожаловаться на что-то, выходи в ринг и работай, будь бойцом. Отлично. Ну и по поводу бокса теперь хочу вопрос задать. Я сам являюсь фанатом бокса. Елена Аркадьевна в позапрошлом эфире говорила о том, что у вас был опыт в боксе. И расскажите поподробнее об этом опыте в боксе. Да, я выступала по любительскому боксу, очень много выступала в России, участвовала на Кубках России, на чемпионатах России. Вот. И также я принимала участие в 2012 году в чемпионате мира по боксу. Вот. В принципе, без особой подготовки я выиграла 2 боя. Это была японка и марокканка. Вот. И, в принципе, неплохой опыт. Я тоже люблю бокс. И, как вот я говорила ранее, наш тренер Павел, он старался сделать его принцип вообще единоборств. Это универсальный боец. Это человек не должен быть стилистом, не должен, да, знаете, вот я вот тайский бокс, и вот не тайский бокс, это боец должен хорошо боксировать, хорошо работать ногами, хорошо бороться. ММА то же самое, плюс еще борьба в партере, да, то есть вот такая вот. То есть боец не должен бояться куда-то выйти и по другим стилям, это наоборот обогащает бойца. Вот, поэтому, конечно, мы выступали и в боксе в том числе. И вот был звонок в том эфире, спрашивали сестры Шевченко, вообще будут ли выступать по боксу, представлять нашу страну на Олимпиадах, то есть если такая возможность вам предоставится. Вы знаете, конечно же, Олимпийские игры это огромное событие, мечта любого спортсмена, но я думаю, на сегодняшний день есть такая же большая арена мировая в профессиональном спорте, и это UFC. И, конечно же, наши планы на UFC. Хорошо. Смотрите The Ultimate Fighter реалити-шоу? Конечно. Если вас туда позовут, будете участвовать там? Вы знаете, нет, не буду участвовать, потому что это реалити-шоу, оно все-таки предназначено для молодых бойцов, которые хотят попасть в UFC. Да? То есть это шанс для, не то чтобы для начинающих, но для тех бойцов, кто еще себя не проявил, так сказать, на большом уровне, это шанс подписать контракт с UFC. Там вот был ведь Артем Лобов, спарринг-партнер Конора Макгрегора. Ага. Тоже вроде бы зарекомендовал себя, но все равно пошел, не побоялся этого. Это было до его подписания с UFC? Это было до подписания, и был еще один боец, имя до сих пор не помню, если честно, вот, он тоже выступал в UFC, но также пошел на Ultimate Fighter. Может быть, какой-то соревновательный момент у него выдался там. Вот если у вас будет такой же момент, захочется вам? Нет, я все-таки... Лучше сразу в UFC выступать? Конечно, то есть у меня есть возможность сразу, ну не сразу, а подписать, так сказать, контракт с UFC, так как я завоевывала... У меня есть 11 мировых титулов по тайскому боксу, сейчас у меня 7 боев по ММА, вот, 0 поражений по ММА, вот, поэтому мне нужно только время, чтобы... У меня был большой перерыв в ММА, то есть последний бой до перерыва я провела в 2005 году в Корее. После этого у меня был перерыв, так как в 2005 году девушек, которые выступающие в ММА, было очень мало. Вот, то есть это сейчас ММА женский процветает. И, даже иногда лучше мужского бывает поединки. Отличные бои у девушек, и они являются главными боями и так далее. Но в 2005 году было очень мало соперниц, и мы стали как-то на тайский бокс выступать больше по тайскому боксу, потому что было больше соперниц, было больше возможностей, больше боев, приглашений и так далее. Но Павел, он продолжает нас тренировать также по ММА, мы также тренировались. Вот. И после, получается, 2005 года мой бой по ММА
случился вот только в прошлом году, в 2017 году. Поэтому я считаю, еще один бой мне для набора, так сказать, вот чувства, ритма боя. Конечно же, я тренировалась все эти года, но бой это немножко другое. Вот, поэтому мне нужно время сейчас, так сказать, акклиматизироваться в ММА. Вот. Мгм. Хорошо. И вот по поводу UFC многие спрашивают, примерно, хотя вы можете назвать, это неблагодарное дело, конечно, назвать дату, когда вы будете в UFC выступать? Нет, Примерно. конечно же, здесь нет, во-первых, нет никакой даты Нет пока, даты. да. Мгм. Вот, и поэтому, вы знаете, у бойцов все так по-разному. Хорошо, если бой заканчивается без травм, ну, там, я не знаю, в тайском боксе ты можешь получить сечку просто из ничего, из вот такого легкого удара локтем и так далее, вот, поэтому здесь все зависит, конечно, от этого. И теперь просьба в двух словах ответить. Про Бишкек мы ваше мнение узнали уже. Вы проживали в Лиме и проживаете сейчас в Техасе, получается, Да. в США. Что лучше, где лучше, в США или в Лиме все-таки, в Перу? Вы знаете, по-разному. Каждая страна предоставляет свой дух, свою культуру, свою атмосферу. Но у меня, конечно же, есть любимые места. Вот. Первое – это Иссык-Куль. В Таиланде на острове Пхукет. Обожаю это место. Гавайи в США. Это очень красивое место, красивые острова и так далее. Вот. Ну, а если говорить о Перу, то, скорее всего, это Амазонка. Амазонка, джунгли. Я не скажу, что это такое шикарное, красивое место, но оно такое экзотическое, оно обладает своим собственным духом, оно еще такое дикое, можно сказать, куда не ступила нога человека и цивилизация. Очень притягательное, значит. Да, оно притягательное, но в то же время такое с колючками. Хорошо. И сейчас будет блиц-опрос, Антонина. Для вас специально 10 вопросов мы подготовили. Хорошо. Ну и начинаем эту рубрику под названием «Блиц-опрос». Так, блиц-опрос. Можете отвечать кратко или более полноценно, так сказать, но главное быстро. Так, кратко. Готовы? Главное, быстро. Хорошо. Так, первый вопрос. Боевики или мелодрамы? Хорошие фильмы со смыслом. Отлично. Сила удара или сила мысли? Сила мысли. Сила мысли. Макдональдс или чикен буррито? Наверное, ни то, ни другое, либо и то, и другое иногда. Иногда все-таки. И тем все-таки. Иногда, да. Хорошо. Хабиб Нурмагомедов или Конор Макгрегор? Оба хороших бойца, но я болею за Хабиба. За Хабиба. Лучше быть быстрой, как кошка, или свирепой, как медведь? Комбинация и того, и другого. Недаром таки у вас ник Пантера все-таки. Да, но Пантера, как вот кошка. ловкая, как кошка, это, конечно, хорошо. Ближе, да. Да. Мгм. Лима или Вегас? Понимаете, невозможно выбрать, но... Но нужно выбрать. Мы хотим узнать Вегас. ваше мнение. Вегас все-таки. Хорошо. Самый счастливый день в вашей жизни? Каждый день самый счастливый день. в моей Каждый жизни. день. Каждый Отличный день. ответ. Кто, по вашему мнению, лучший политик в истории? Ой, я в политиках вообще никого не знаю, не могу сказать. Не можете сказать. Больше все-таки про спорт. Хорошо. Тогда сделайте собирательный образ идеального бойца. Можно из нескольких бойцов выбрать. То есть там стойка, там, к примеру, Валентина Шевченко или там партер такого-то бойца. Стойка Валентины Шевченко, борьба Валентины Шевченко и партер Валентины Шевченко. Вот вам образ идеального бойца, друзья. Хорошо, отлично. Тогда вместо политика вопрос заменим. Кто, по вашему мнению, самый сильный боец в истории? Самый сильный боец, трудно сказать. Вы знаете, столько бойцов, и все в разных весовых категориях, все лучшие, но каждый в своей весовой категории, поэтому сравнивать, конечно, невозможно. Каждый по-своему. Каждый хорош. по-своему. Но вы знаете, вот из таких, которые быстро приходят на ум, это Димитриус Джонсон. Его последний бой, ну просто он как бы доминирует весовую и настолько универсальный, и настолько хороший везде. Поэтому, наверное, да. На самом деле, да. И последний вопрос. Азирет Абдраимов или какой-то там ведущий? Конечно же, Азирет Абдраимов. Спасибо большое. Я думал, что вы видите какого-то там ведущего.
Ну да ладно, наш блиц-опрос завершен. И, конечно же, вот ближе к концу передачи мы до этого с вами как раз таки общались по поводу нашей рубрики «Подарок от чемпиона», подарок от нашего гостя. И такое будет задание, друзья, для вас. Все подписчики в инстаграме КТРК Спорт, подписывайтесь и можете под постом увидеть уже как раз таки по данному призу. Что у нас сегодня есть на Так. награду? Вот, я привезла вам в качестве приза, значит, это кепка UFC. Это с UFC 213, который состоялся в Лас-Вегасе, как раз тогда, когда у Валентины должен был быть первый титульный бой с Амандой Нунес, но который не состоялся. Вот это как раз с того турнира. Хорошо, можно туда я возьму сейчас. Пожалуйста. Так, и вот она, кепка от UFC с UFC 213 как раз таки. И такой вопрос, друзья. Наверное, не самое легкое задание для наших подписчиков, для наших телезрителей. Заходите в Инстаграм и под постом про Антонину Шевченко вы можете написать четверостишие, либо же 8 строк любого стихотворения, которое вы сами придумаете про карьеру Антонины Шевченко. Обязательно. Самый лучший вариант будет вознагражден вот этой вот замечательной бейсболкой от UFC 213. Так что дерзайте, друзья. Ну а кто сегодняшнюю передачу не смог посмотреть в прямом эфире, можете передать своим друзьям. Заходите в YouTube буквально через 2 часа и можете набрать в поисковике «Арена КТРК Спорт» или «Арена с Азиретом Абдраимовым» и как раз таки по сегодняшнему числу увидеть данный эфир и уже узнать, что за вопрос вообще был. То есть от вас мы ждем стихотворения, и на самом деле все честно будет здесь. Самое лучшее стихотворение будет вот так вот вознаграждено тот самый человек этой великолепной кепкой. Отлично, я думаю, на самом деле сейчас все происходит. Я лично рад, что вы приехали к нам снова в Кыргызстан, к себе на родину. И в будущем также мы будем стараться, также пытаться вас обхватывать. Огромное спасибо, конечно, вашей маме Елене Аркадьевне Шевченко, которая также сейчас находится в студии. Огромный, на самом деле, поклон вот за данную честь нам, то, что да, на самом деле. И также после вас уже в феврале, после победного боя против Качуэри, ждем вашу сестренку Валентину Шевченко. Очень хотела и Валентина, и Павел, наш тренер, приехать, но вот назначили бой, она вынуждена была ехать готовиться. Тогда будем раундами, как в UFC. Вот сегодня прошел второй раунд. Первый раунд был Елена Аркадьевна, второй раунд вы были, и третий раунд уже тогда может Павел Федотов и Валентина Я думаю, Шевченко. они с удовольствием. Хорошо. Теперь наше эфирное время подходит к концу. Вы можете, глядя в камеру, сейчас пожелать нашему каналу ваши, так сказать, пожелания, извините за тавтологию, ну и, конечно, нашим телезрителям. Конечно же. Уважаемые телезрители, хотела поздравить вас всех с наступившим Новым годом, пожелать вам всего самого наилучшего, самого доброго. Пусть этот год будет еще лучше, пусть он нам принесет больше новых каких-то достижений, новых побед, новых каких-то увлечений, хороших приключений, я не знаю, самого интересного, путешествий. Вот. Поэтому, конечно же, богатства вам, счастья, мира, любви, добра, всего самого наилучшего. С Новым годом, дорогие друзья! Вот так вот пожелания от чемпионки Антонины Шевченко. Ну а мы, в свою очередь, желаем вам также процветания, добра, мира и чтобы вы наконец-таки покорили UFC, потому что мы все лично этого ждем. И хотим, чтобы две сестры Шевченко покорили данную вершину UFC. Спасибо большое, спасибо. Ну и наше эфирное время подходит к концу, друзья. Для вас сегодня в студии весь вечер был Азирет Абдраимов и наша знаменитая чемпионка, одна из сестер Шевченко, Антонина Шевченко. Я вам желаю приятного времяпрепровождения данного вечера. Ну и, конечно же, друзья, увидимся в эфире. Всего доброго.